И в ту ночь, с 5 октября на 6, для меня, как женщины, наверное, было жутким видеть кровь на улицах, видеть, что я как бы участие мое в таких вот, в этой куче событий. А, То, что там можно стрелять по своим гражданам, причем там были дети, подростки. Это было вот в первую очередь как женщина, наверное, вот это вот меня очень сильно глубоко задело. Вот вопрос, как так можно было поступать? Как можно вообще их, я не знаю, преследовать по этим улицам? И помните эти там фугасы, это вот эти газовые там дымовые шишки, да, Мгм. вот это шашки, все, что это бросалось. Вот и вот для меня это такой вот переломный момент, вот, наверное, именно та ночь, когда ты был на этой площади, как бы ты призывал людей собраться. Я же была одна из тех лиц, которые стоял на трибуне. Мгм. И я никак не могла сбежать оттуда и бросить. Поэтому все, кто видел эти прямые эфиры, они знают, что я была последней, кто ушел с трибуны. Не побежал, ушел. Потому что вот когда у меня под ногами это загорелось, меня просто вот ребята, которые стояли сзади, они просто силком оттуда выволокли. Я была последней. М. Для меня это вопрос ответственности был на тот период. М. Вот это вот почему для меня это такой поворотный момент. Это то, что я, наверное, тогда увидела и была переформатизация, наверное. Я не знаю, там другое слово назвать. Ну и как женщине, политику. Что бы ты ни делала, ты М. всегда остаешься женщиной. Мгм. Ты можешь сделать больше, чем некоторые мужчины, но М. ты всегда остаешься женщиной. И этот вот тот стеклянный потолок, и будешь восприниматься, с которым, я думаю, всем женщинам в политике до меня и после меня, ну, наверное, в ближайшее время придется смириться. И это такой один из таких вот моментов. Ну, чтобы Хорошо. было более понятно, в ту ночь, а, когда мы там находились, мне как бы недвусмысленно дали понять, что что бы ни происходило, я должна помнить, что я женщина. Каким бы вдохновляющим политиком ты не был, не была, для женщин всегда существует тот самый стеклянный потолок. Вот эти ребята, они стали говорить о том, что ну уже все, уже по нам стреляют, власть должна уйти. В общем, мы идем Мгм. в Белый дом. Я и как-то ты же понимаешь, что там могут какие-то события произойти. И вот, ребята, надо сорганизоваться, подождите. И вот они начали искать там каких-то лидеров, каких-то наших там, тех, кто был там, мужчин. Ты им говоришь, там, нельзя то делать, нельзя это. Ну, тебя уже никто не слышит, естественно, да. И в какой-то момент я говорю, ну, ребята, ну, давайте как-то скажем, хотите, я с вами пойду. Ну, вот это вот нельзя делать. Это имущество. Это все наше. Это не Мгм. чужое. Это все наше имущество. Вот. Это уже в 2005 было, поджигалось. Ну, Мгм. как бы, да, вот в 2010 было это происходило. Это повторять эти все сценарии там с грабежами, с этим нельзя этого делать. Вот один из молодых ребят, он поворачивается, говорит: "Аллерджия, ну, там, мы очень вас там уважаем, несмотря на то, что вы женщина, вот тут вы ходите, вот вы там переживаете за ребят, там какие-то вещи там организовываете, там пытаетесь вот, чтобы ничего не пострадало. Мы все понимаем, но вы просто должны понимать, все таки вы женщина. Мгм. Поэтому, ну, как бы, да, помните об этом". И, наверное, вот этот был такой замечательный, отрезвляющий для меня момент. И когда спустя сутки я вернулась домой, и когда меня мама спросила: "Ты обо мне подумала? Ты понимаешь, что я пережила в эту ночь? А Мгм. если б тебя застрелили, убили? Ну, ш что-то с тобой произошло? Ты подумала о своей маме, о своих близких, родных?" И это я помню до сих пор. Говорю: "Мам, я не помню". Говорю: "Я вот о вас я вообще не думала на тот период, да. М. Ну, до этого мне пригрозили и сказали: "Почему, как бы, когда говорят: "Почему вы пошли до конца?"
Потому что меня пригрозили и сказали, что вы там чуть ли не изменник, предатель Родины будете. Что вас там потому что позвонили моим близким, сказали, если она не выйдет из города, ей ждет тюрьма на, там, на 25 лет. А когда я шла на выборы с другой партией, там руководитель администрации президента мне сказал, открытым контекстом пригрозил. Не удивляйся, если потом там сгорит твой кудайберген, да. Мгм. Вот. И все эти моменты, ну вы же понимаете, как это в тебе аккумулируется, какое протестное настроение это создает. Угрозы, они никогда ни к чему хорошему не приводят. Мгм. Естественно, внутри тебя было какое-то сопротивление. Ну, это естественно. Мгм. И вот это, я думаю, последствия всех этих поступков привели к тому. Но в итоге, чему я сейчас, ну, я понимаю, да, что вот этот был такой третий поворотный момент. Что бы ни происходило, ты всегда будешь оставаться женщиной. И все. В первую очередь. Ну, человеком, ну, в моем понимании, человек, женщина, депутат, восприятие мужской части нашей истории. Ты всегда будешь в первую очередь женщина, что бы ты ни делала, как бы ты себя ни вела. И буквально после этого я несколько месяцев отработала в кабинете министров на позиции вице-премьер-министра. Потом сократили позицию вице-премьер-министра. И я практически год я решила поменять сферу деятельности. Я посчитала, что политика не моё. Это вот такой период, наверное, такое переосмысление был, тотальной перезагрузки, когда я подумала, наверное, это не твоё, Эльвира. Как-то с твоим характером не вяжется. Мгм. Вот эти политические реалии. Как-то ты, ну, такой не политик ты, и всё. И ты это должна принять, признать. И вот с учётом всех этих потолков ты должна с этим смириться, и всё.